эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Правительство России выделило 5 миллиардов рублей на выплаты работникам, борющимся с COVID-19. Как идет благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, проверил глава Якутии. Центральную площадь открыли в поселке Жатай после благоустройства. Как теперь она выглядит? Первые партии российской вакцины от коронавируса поступили в 3 московские поликлиники. В ближайшее время в столице начнется добровольная вакцинация с последующей оценкой эпидемиологической эффективности препарата. Участником вакцинации может стать совершеннолетний гражданин России, который не болел ОРВИ за 2 недели до исследования и не болеет в момент вакцинации. Еще одно важное условие – справка о том, что человек не болел и не болеет COVID-19. После вакцинации добровольцы будут находиться под особым вниманием медиков. Все у нас иммунобиологические препараты, когда они вводятся, любой человек, получающий иммунобиологические препараты, всегда наблюдается. Конечно, при данном виде введения иммунобиологического препарата это наблюдение будет усилено, оно будет более длительный период времени, чтобы полностью оценить эпидемиологическую эффективность препарата. Правительство России выделило 5 миллиардов рублей на выплаты работникам, борющимся с COVID-19. Премьер-министр Михаил Мишустин установил на этот год новые стимулирующие выплаты отдельным категориям работников, помогающим больным с коронавирусной инфекцией или задействованных в борьбе с заболеванием. Подписанное постановление касается сотрудников организаций, подведомственных Минздраву, Миноборнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, которые наравне с врачами обычных больниц и поликлиник участвуют в противодействии вирусу, в том числе напрямую контактируют с больными. Размер выплат зависит от должности специалиста и составит 20-100% от среднемесячного дохода за первые 9 месяцев прошлого года. 50 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Якутии. Об этом сообщает региональный оперштаб. Больше всего заболевших в Якутске – 23 человека. Далее идет Мирнинский район – 13 новых случаев. В Нерюнгринском и Хангаласском – по 3, в Абыйском и Чурапчинском – по 2 случая. Также по одному заболевшему выявили в Амгинском, Верхневилюйском, Жиганском, Среднеколымском районах. Все ближайшие контакты инфицированных выявлены и изолированы. За сутки в Якутии от коронавируса скончался 1 человек. Благовещенские школьники получили ожог глаз во время дезинфекции класса. В кабинете, который был переоборудован из медицинского в учебный кабинет, оставили кварцевую лампу, которую не выключили на период пребывания детей в помещении. Как пояснили в прокуратуре, прибор должен работать исключительно во время перемен, когда ученики не находятся в классе. Изначально за помощью к офтальмологу обратились 13 школьников. Сейчас у учеников диагностирована электроофтальмия, легкие ожоги роговицы. Лечение они проходят амбулаторно. По данному факту возбуждено уголовное дело. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, Следственным отделом по городу Благовещен Следственного управления СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Состояние детей удовлетворительное, они получают лечение амбулаторно. И несмотря на это, мы приносим, во-первых, извинения родителям детей по данному факту и считаем, что каждый руководитель образовательной организации, каждый учитель должен принять исчерпывающие меры по неповторению таких ситуаций. Учеников начальных классов Якутска начали кормить бесплатно. В этом году горячим питанием обеспечат 62 тысячи младшеклассников. Как организована работа в школьных столовых в период пандемии и что входит в меню в материале Дмитрия Тымырова. Прозвенел звонок, учащиеся 1 А-класса школы номер 5 города Якутска собираются в столовую. Ребятки, складываем свои вещи и подходим ко мне. Берем салфеточки. Так. Вытираем ручки, выбрасываем, все знаем. Между тем в столовой для них столы уже накрыты. Сегодня в меню морс, каша, булочки и слива.
Так как мы учимся в 2 потока, то и питание организовано в 2 потока с соблюдением всех эпидемиологических норм. То есть ребята обрабатывают руки или моют руки, и мы группой заходим в столовую. Это первый поток, потом эти дети кушают, они уходят домой после уроков и приходят на учебу второй поток, и вторым потоком они точно так же полкласса кушают. В 5-й школе работает столовая полного цикла, то есть еду школа готовит сама. У нас есть утвержденное 24-дневное меню. Полностью мы готовим здесь. Вот с этого года у нас 75 рублей 79 копеек. Со 2 сентября мы начали уже кормить детей. У нас есть график питания каждого класса. И мы к каждому времени мы накрываем столы, они пошли, покушали спокойно. Сами же школьники отмечают, что еда в столовой очень вкусная. Вкусно. Что вам дают? Суп дают. Еще булку. Очень вкусная котлета с гречкой. И очень вкусная слива. Вчера давали гороховый суп вкусный. После каждого приема пищи работники столовой проводят санобработку всех мест, а также ионизируют воздух. У нас пока посуда одноразовая. А так, если что-то используем, посуду обрабатывается после 1-й смены, после 2-й смены. Между приемами пищи, заходами мы тоже обрабатываем. Обязательно столы обработка идет, полы протираются. Подключается обработка воздуха идет. Между тем, как отметили в столичном управлении образования, в школах города Якутска питание организовано несколькими формами. Питание у нас в городе организовано 6 организаторами питания. И в 6 школах у нас питание осуществляют сами школы. И в 6 школах у нас буфетная система. В региональном министерстве образования сообщили, что по республике более 70% школ горячее питание готовят сами. То есть у них имеются столовые полного цикла, как это было показано на примере 5-й школы Якутска. Между тем, некоторые школы Якутии все же остаются без горячего питания. Но это связано с формой организации учебного процесса. Сегодня у нас в республике дети обеспечены горячим питанием во всех школах, за исключением тех школ, где, температурный режим не позволяет начать учебный процесс, либо модель образовательного процесса предполагает дистанционные формы обучения. То есть индивидуально по каждой школе своя система образования сейчас, и в зависимости от этого учебного процесса организовано питание детей. Отметим, что объем финансирования на организацию горячего питания младших школьников республики в этом году составило более 450 миллионов рублей. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Глава Якутии Айсан Николаев осмотрел объекты благоустройства дворовых территорий и общественных пространств Якутска. Первый пункт объезда сквер Ямщиков. Работы по благоустройству на заключительном этапе. Сквер откроют 10 сентября. Далее глава Якутии осмотрел дворовую территорию многоквартирных домов по улице Каландрашвили и Павлика Морозова. Работы здесь должны были завершить еще в 2019-м, но из-за недобросовестного подрядчика благоустройство затянулось. Сейчас работы возобновили и устранили все замечания. Следующий пункт – озеро Талое, где завершается 2-й этап благоустройства. На объекте устанавливают малые архитектурные формы и обустраивают пешеходные и велосипедные дорожки. В данное время уже пешеходная, как видите, с 2 сторон, левый и правый берег, уже готовы. Получается монолит на винтовых сваях и на металлокаркасе полностью стоит. Осталось только брусчатку сделать и ограждение. Ограждение непосредственно занимается цеху, тоже заказывается. И, до октября все закончим. Центральную площадь открыли в поселке Жатай после благоустройства. Работы велись в рамках региональной программы формирования комфортной городской среды. В торжественной церемонии принял участие глава Якутии Айсан Николаев. Территория площади поделена на несколько зон. Центральная, зона мемориала, спортивная детская площадка и тихая зона. Центр композиции – сухой фонтан, который в обслуживании проще и дешевле, чем обычные. Проект по благоустройству площади был разработан совместно с архитектурным бюро «База-14».
здесь мы в Жатае на центральной площади как раз видим, как она преобразилась за 19-20-е годы. Вот центральная площадь Жатая тоже по программе комфортной городской среды полностью перестроена. И просто душа радуется, видя, как и дети радуются, взрослые радуются, и сухой фонтан, и новые подходы к оформлению площади. Они очень радуют. И, конечно, такие объекты должны быть у нас во всех наших поселках и поселениях. В Чурапчинском районе почтили память легендарного тренера. В день рождения Дмитрия Коркина руководство района и воспитанники тренера возложили венки к его памятнику на территории Чурапчинской школы-интерната Олимпийского резерва. Прославленный тренер родился в 1928 году в селе Кытанах. Дмитрий Коркин воспитал 2 олимпийских чемпионов Романа Дмитриева и Павла Пенигина, олимпийского призера Александра Иванова и еще десятки мастеров спорта и чемпионов разного уровня. С именем Дмитрия Коркина тесно связано понятие «Якутская школа вольной борьбы». Его подход к тренировкам и методы воспитания взяли за образец многие отечественные и мировые тренеры. Недавно у нас был с рабочим визитом наш Илдархан Айсин Сергеевич Николаев. И по просьбе жителей Улуса, по просьбе учеников, воспитанников и по просьбе вдовы Александры Семеновны, от их имени мы дали просьбу, чтобы 95-летий юбилей Дмитрия Петровича Коркина мы попросили провести именно в село Чурапча. Незрячий дайвер из Москвы Дмитрий Клюквин установил рекорд России после успешного погружения на глубину 30 метров в Черном море в Крыму. Дмитрий родился с отсутствием зрения. В августе этого года он стал первым сертифицированным незрячим дайвером России. Спортсмен признается, несмотря на желание стать первым дайвером-рекордсменом с ограниченными возможностями, главная цель его погружения – мотивировать людей на достижение поставленных задач. Героические поступки совершали люди, которые друзей в войну закрывали грудью. Ну, согласен. Это не героический, все-таки не подвиг, я бы не называл так, не был бы так, скажем, высокопарен. Ну, То, что это событие, да, то, что это поступок, да, я то, что это достижение, да, я готов, скажем, взять на себя бремя какой-то славы в этом плане, хотя бы минимальный. Но не называл его подвигом. Сегодня мною был зарегистрирован рекорд, установленный Дмитрием. Он погрузился на глубину 30 метров. Это рекорд России, связанный с незрячими дайверами. Глубже него пока еще никто не нырял. Давайте мы просто с вами представим, что такое 30 метров. Это высота 10-этажного здания. Это 10 этажей. Много это или мало? Это первый момент. Второй момент. Глубина 30 метров – это давление 4 атмосферы. На этом все. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.